да, с какой целью. И вот расскажете о своей теме. У нас время, в принципе, нам дали до 13 часов, да, где-то примерно. Ну, это нормально, целый час. Поэтому вы сами определите, сколько вы будете говорить, рассказывать, а потом мы перейдем, наверное, к вопросам, да? Конечно. Ну, где-то, да. Спасибо. Уважаемые коллеги, спасибо за приглашение. На самом деле для меня большая честь присутствовать и иметь возможность рассказать о исследованиях и моих, и моего центра, нашего центра, и о том, как они встроены в актуальную научно-технологическую повестку развития страны. Я приношу свои извинения за такое опоздание. Дело в том, что программа немножко сместилась, чуть-чуть не уследили за временем, прошу простить. И переходя к сути вопроса, действительно сказали о том, что я специалист по истории 1920-30-х годов, но, наверное, в целом я хотела бы отметить, что скорее я специалист по истории научного сообщества. А именно, будучи аспиранткой, кандидатом и доктором наук, докторская моя написана на тему «Советское научное сообщество», в 1920-30-е годы, институциональные, социальные, публичные аспекты, я занималась тем, что называется достаточно сухо научными кадрами. А именно я смотрела их эволюцию, развитие, динамику, в том числе рассматривала региональные аспекты развития этой группы и касалась повседневности ученых. На своей докторской диссертации я затронула сложный вопрос превращение ученого из трансформации науки из индивидуального частного занятия в то, что называется большой наукой. Большая наука рассматривается в историографии, прежде всего применительно к 50-м годам, к послевоенному периоду, как время больших коллективных форм, как время планирования, как время организационной работы больших коллективов. И когда страна ставит перед научным сообществом и перед наукой особые запросы, и прежде всего запрос на прикладной характер развития научного знания и на прикладные результаты. У меня вышла книга в 2020 году, которая называлась «Рождение советской науки. Ученые в 1920-30-е годы», где я подробно рассмотрела трансформацию статуса научного работника, когда он превратился из отдельного ученого, по сути, в некую участника рабочего научного коллектива. Точка была выбрана 1920-30-е годы как точка переломная, когда советское научное сообщество сложилось, расширилось, включило в себя те группы, которые до 1917 года не могли в него войти в силу разных причин. И, по сути, наверное, я говорила еще и об изменении не только социального положения ученых, но и об особом изменении публичного статуса ученых, когда мы помним советский период, фигура ученого и сам статус науки выдвигается на первый план, и политика начинает носить сcientistский характер в какой-то степени. Я не хотела говорить о том, что моя книга о 20-30-х годов, я не взяла ее сегодня с собой, она скорее носит характер некого панигирика. Конечно, это не ода советской науки, и мы прекрасно должны понимать, что 1920-30-е годы в первую очередь у нас ассоциируются прежде всего, в том числе с репрессиями в отношении научного сообщества. Но я старалась посмотреть и на примеры сотрудничества ученых с властью, на примеры строительства, на примеры участия ученых, в том числе в индустриализации, на особенности складывания научной аттестации научных кадров в 1920-е годы, в 1930-е годы, когда появляется высшая аттестационная комиссия и меняется сам характер научной аттестации. И так далее, и так далее, и так далее. Я не буду перечислять все эти сюжеты, однако перейду к тому, что неожиданно книга была замечена, и это воля, стечение обстоятельств, здесь я ни в коем случае не приписываю ее себе. Но тем не менее, следующая задача, которую я уже
была, наверное, в какой-то степени, с одной стороны, нам поставлена, а с другой стороны, мы охотно за нее взялись. Это была книга, которую мы написали несколько лет назад. Она называется, возможно, вы видели ее, может быть, нет, она называется «Наука большой страны. Советский опыт управления». Она была реализована в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования. И перед нами поставили задачу написать, хочется сказать небольшой, но получился большой, учебник по системе управления исследованиями и разработками в 20 веке. Это не учебник, но это, опять же, ставили задачу, вы прекрасно знаете, что когда задачу ставят, она немножко меняется. Хотели научно-популярное издание, а оно не получилось маленьким и научно-популярным, потому что советский научно-технический комплекс – это слишком сложное понятие, чтобы говорить о нем как легко, просто. Подойдя к поставленной задаче, я возглавляла авторский коллектив. Я хотела бы сразу сказать о том, что обе книги я привезла в подарок. Я буду признательна, если они окажутся в библиотеке. Здесь большое спасибо. Я, к сожалению, не взяла свою первую монографию, потому что хотела показать и в том числе коллективный труд. Но в любом случае мы можем обменяться. Я возглавляла авторский коллектив, в который вошли, кроме меня, еще ряд других исследователей, а именно Дежина Ирина Геннадьевна, доктор экономических наук, профессор Сколково и Высшей школы экономики. Она готовила главу по 1990 годам о том, как менялась советская наука в этот сложный период. С нами работал Михаил Викторович Грибовский, профессор, доктор исторических наук из Томского государственного университета. Он писал о том пути, который прошли, у нас, не так сказал, прошу прощения, у меня джетлаг немножко, я только сегодня прилетела. Он говорил о вузах в 20 веке, в советский период, и о том, как университеты, которые в 19 веке рассматривались как центральное ядро научного знания, как центр знаний, все мы помним концепцию Гумбольдтовского университета, о том, как в 20 веке университеты уступили место академиям и отраслям. По академической науке писала главу в этой книге я. А вот по отраслевой Светлана Борисовна Ульянова. Отраслевая, я имею в виду сектор промышленных исследований, разработок. И по заводской работал с нами доцент Московского физико-технического института Дмитрий Леонидович Сапрыкин. Светлана Борисовна, доктор исторических наук, профессор Высшей школы общественных наук Политехнического университета Санкт-Петербурга. Кроме того, советская наука слишком сложное понятие, я, наверное, ее просто тогда передам, может быть, будут какие-то вопросы. Сразу хотела бы сказать, что советская наука – это сложное понятие, которое и сегодня нуждается в осмыслении не только историками. И именно поэтому, привлекая специалистов к этой сложной теме, мы не могли пойти на то, чтобы собрать, условно говоря, историков исторической науки, потому что мы получили бы на выходе не тот продукт, который был нужен. А мы привлекли экономистов, мы привлекли юристов, мы привлекли социологов, потому что нами была поставлена задача еще и сделать некую оценку советского научно-технического комплекса. Я понимаю, что для каждой оценки необходимы критерии. И, конечно, их крайне сложно выработать, но, тем не менее, советская статистика была, сейчас про это я отдельно скажу и передам, советская статистика очень любила контролировать, измерять науку, делать заключения в отношении нее. И с комплексом советской статистики работала кандидат социологических наук Екатерина Александровна Стрельцова из Высшей школы экономики. Она работает с Леонидом Марковичем Голдбергом в Институте статистики, социологии и знаний. И ей получилось выписать многие из динамических процессов на протяжении всего XX века.
Безусловно, мы должны учитывать, что статистике нельзя верить, что, точнее, можно, но нужно относиться к ней очень осторожно. Мы в этом отношении, как и ко всей книге мы подошли, мы работали, делали установку прежде всего на комплекс неопубликованных источников. И вот здесь нас постигло на самом деле самое большое разочарование, поскольку когда мы, в принципе, подошли к теме, нам казалось, что решить поставленную перед нами задачу, написать что-то научно-популярное и такое вот доступное будет очень легко, а мы выяснили, что тема фактически не изучена. И не изучена именно на комплексном, в комплексном отношении. Существует много работ по 20-м, 30-м годам, есть отдельные работы по 60-м, 70-м. Сейчас вы знаете, что привлекает особое внимание поздний советский период, когда в 1980-е годы в научно-производственных объединениях и межотраслевых научно-технических комплексах пытаются найти некие точки роста. Однако комплексного исследования не было. До нас писали некоторые работы отдельные, самая известная из них – это очень хорошая монография Лахтина 1990 года. Мы цитируем, ссылаемся на нее, показываем. Однако мы вышли на то, что начинать по логике придется с нуля, и придется с нуля еще и после большой волны отрицания, которая сложилась в 1990-е годы в отношении советской науки. Когда была предпринята попытка сломать весь достижение советского научно-технического комплекса и тот хозяйственный механизм, который в принципе работал, мы помним, что были НПО, были МНТК, был даже подобие некого грантового фонда, который назывался ЕФРНТ, и было очень много интересных моментов, которые позволяли советской науке функционировать как хозяйственному механизму. И даже эта установка на то, что, казалось бы, наука в СССР существовала в условиях социализма, при внимательном анализе документа она оказалась не совсем верна, потому что уже при работе над второй книгой, я немножко позже о ней скажу, мы вышли на то, что в эпоху 60-х, 80-х годов при внимательном анализе документа она оказалась не совсем верна, потому что уже при работе над второй книгой, я немножко позже о ней скажу, мы вышли на то, что в эпоху 60-х, 80-х годов были значительные процессы экономизации науки. Они были подспудные, они были неявные, но тем не менее это были те же точки и мотивы роста, попытки заставить, заработать с точки зрения, в том числе экономической эффективности, механизм управления советской науки. И когда мы вышли на эту идею этого отрицания, мы историки, и прежде всего историки из историко-архивного института, то есть то, что я называю историков в Кубе, мы пошли в архив. А в архиве мы столкнулись с тем разочарованием, о котором я сказала. Мы заметили то, что многие листы использования документов пустые. Это значит, что документы никто не смотрел. И колоссальные комплексы лежат. Мы практически, причем отдельные, есть какие-то островковые изученность. Например, хорошо изучен в 90-е годы была документация отдела науки ЦК КПСС, поскольку там крутилась вся идеология, и на волне поиска репрессий, отрицания этих репрессий, понятно, что все эти идеологические кампании вызывали интерес историков. Не изучены, чуть-чуть обращались к статистике, практически не изучены документы Российского государственного архива экономики. Очень мало введено в научный оборот документов Российского государственного архива новейшей истории и в большей степени Российского государственного архива социально-политической истории. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что документы РГНТД, архивов научно-технической документации, которые сейчас, к сожалению, тоже отдельный, может быть, вектор для разговора. Мы помним, что в 90-е годы отраслевая наука, по сути, перестала существовать, распавшись между
различными предприятиями, Росатомом и так далее. Но проблема заключается в том, что по сути исчезла и идея централизованного хранения этой научно-технической документации. Мы видим, как РКК «Энергия» хранит документы у себя, другие компании тоже хранят у себя документы. И когда мы были в архиве научно-технической документации, они ставили это как большую проблему. Но вопрос это уже в сторону, он выходит за пределы моего сегодняшнего рассказа. И по сути, вот мы многие из документов привлекли. Я не могу сказать, что мы их ввели в научный оборот, потому что мы их не опубликовали, то есть мы не сделали их доступными, но мы сослались на них, мы нашли выписки, цитаты из них и так далее, работали с ними. И вот то, что получилось, это получилась первая книга «Наука большой страны. Советский опыт управления». Она получилась объемная, это 26 печатных листов, и она включает в себя схемы, указатели. Ее отличает одна черта. Тот коллектив, который я назвала, это яркие, сложившиеся выразительные ученые, каждый из которых обладает своим собственным научным подходом и точкой зрения на происходящие события. И именно поэтому мне, как научному редактору книги, иногда с ними не удавалось справиться. И, может быть, и когда вы будете читать эту книгу, если она вызовет ваш интерес, разумеется, вы увидите, что где-то какие-то, может быть, сюжеты потеряны. То есть недостаток структуры, то, что я хотела бы сказать. И есть еще и такой элемент, что иногда на первое место выходит авторское видение происходивших процессов. Например, у Ирины Геннадьевны Дежиной, у Дмитрия Сапрыкина. Ну, в общем, промышленники наши отличились, но промышленники – это всегда отдельная отрасль, там с ней сложно работать. Поэтому почему возникла задача написать вторую работу? Дело в том, что это все та же попытка сделать что-то на... Я не хочу делать из советской науки нечто популярное, потому что я против этого, но нечто более систематизированное. Советская наука большой страны писалась по векторам. Отдельно был рассмотрен вектор кадровой политики, отдельно вектор государственного управления, где мы изучали межведомственные, межотраслевые механизмы, ту же роль государственного ГКНТ, Государственного комитета по науке и технологиям. Отдельно мы рассмотрели сектора науки, все по научному потенциалу, то есть академический, вузовский, отраслевой, заводской секторы. Но единой картины получились несколько изолированных линий, которые иногда не совпадали. И в следующей книге мы попытались, они текстуально отличаются друг от друга, и здесь я за это отвечала, можно сказать, головой. То есть я шучу, конечно, но смысл был в том, что это ни в коем случае не копипаст. Мы не взяли одну книгу и не сократили ее до определенного количества страниц. Тексты отличаются и авторы, отличается степень изученности, потому что именно во второй книге я в большей степени довольна промышленностью, как написан отраслевой сектор, в меньшей степени 90-ми годами, но так далее. Вопрос заключается в том, что вторая книга, мы подошли немножко с другой позиции, а именно мы рассмотрели историю управления наукой именно с точки зрения ее периодизации. Именно мы взглянули на те цели и приоритеты, которые ставило государство перед наукой. И здесь мы, конечно, не говорили об идеологизации, да, о марксизации, все это там понятно, и не всегда правильно, не всегда корректно. А мы говорили именно с точки зрения ответа науки на те вызовы, которые ставились перед ней, например, в 1920-е годы, когда необходимо было восстанавливать экономику. В 1930-е и 50-е годы, когда на первый план выдвинулась промышленность, и на первый план выдвинулась индустриализация, и нужно было прежде всего строить отраслевую систему управления, где каждый наркомат будет заниматься развивать свое хозяйство, когда нужно было отстраивать систему научной аттестации, заточенную изначально на подготовку технических научных кадров, потому что напомню вам, что во главе ВАК
инициатором высшей аттестационной комиссии был Глеб Крыжановский, отвечавший за индустриализацию. И в 1960-е глава 3, это глава десятилетия мы берем Никиты Сергеевича Хрущева, когда мы рассматриваем попытку вообще перестроить систему управления наукой, уйти от отраслевого принципа управления через наркоматы либо министерство в сторону территориального, в сторону регионального. И там есть своя недораскрытость, поскольку мы пришли к выводу, что все-таки реформы Хрущева, они очень спорные в историографии, но тем не менее они недооценены. И возможно найти в них что-то интересное и перспективное. Наконец, это глава 4, это экономизация науки, когда мы рассматриваем период через Брежнева, да, логично, но скорее через реформу Косыгина и введение вот этих инструментов экономического стимулирования. И глава 5, когда мы рассматриваем конец 80-х, 90-е годы, уже как старое прорастает в новое, а иногда новое отменяет старое, даже то, что в принципе достаточно эффективно на конец советского периода работало. В предисловии короткие выводы. Так как мы все-таки облегчали книгу, мы ввели во второй текст, позволили себе немножко заигрывать с читателем и ввели схемы, термины, анекдоты про советских ученых, почему бы их тоже не поставить. Ну, во всяком случае, они никому не мешают, а читателям могут понравиться. И вот книга получилась, на мой взгляд, более цельная, я ей более довольна, чем мне она больше нравится. Однако, разумеется, об этом следует судить читателю. Это то, что касается тех монографий, тех работ, которыми мы занимались последние несколько лет. А вообще наши исследования по истории советской науки, истории советского научного сообщества ведутся на протяжении 10, даже 12, наверное, лет. Так получилось, что постепенно вокруг... Сначала это были какие-то инициативные, поисковые исследования, но я думаю, что Академия наук как никто знает, насколько опасно связываться с поисковыми тематиками и насколько рискованно вкладываться в них. Однако так получилось, что в нас поверили, и поверило руководство университета, поверили наши учредители. И в том числе на базе наших исследований, я показала не все, у нас есть еще замечательный инфографический альбом, может быть, действительно его направить, просто не взяла его с собой. У нас есть еще несколько книг, мы проводим конференции, у нас ежегодная школа молодых ученых, у нас несколько зарегистрированных патентов. Последний из них был по закупкам зарубежного оборудования в 30-е, 40-е годы. Одна база данных у нас была по бюджетному обследованию научных работников за 20-е годы. Очень много всего. И я, разумеется, там поделюсь презентацией. Просто сегодня не рассчитывала на отдельную лекцию. Я так говорю, честно говоря, что сердце мне говорит. И так получилось, что на базе наших многолетних исследований было решено создать центр. Центр называется, когда его попросила у президента, условно говоря, это была так довольно забавная история, когда на встрече с Владимиром Владимировичем был диалог о том, что нужно для того, чтобы несколько затеняемая специальность истории науки и техники, история науки и технологий в год десятилетия науки и технологий вышла все-таки на первый план и перестала быть маргинальной научной дисциплиной, как иногда ее рассматривают. Гуманитариям, особенно историкам, присущ некий снобизм, я по себе это знаю. А с другой стороны, вот этот отрыв, когда физики и химики не видят в историков полезности, это тоже, конечно, неправильно. Как преодолеть этот разрыв? И было сделано предложение создать сеть науковедческих центров. Название было
выбрана комплексная, просто потому что, опять же, я прекрасно понимала, что это мы интересуемся и горим советской наукой, изучением советского научно-технического комплекса, анализом его, поскольку, еще раз повторю, что мы ни в коем случае не пишем оду, панигирик, мы не пытаемся приукрасить действительность, мы ищем и негативные, тормозящие стороны, буксующие стороны. Но мы прекрасно понимали, что существует ряд научных исследовательских коллективов, которые занимаются социологией, статистикой науки, которые занимаются изучением истории науки в XIX веке, вузовской наукой. И была сделана попытка найти некий обобщающий термин, который бы подошел под них. И, на мой взгляд, термин был выбран, но он выбран не вполне удачен. Это как науковедческий, это все-таки не совсем то, что отражает действительность. Поэтому в университете мы получили название «Центр истории российской науки и научно-технологического развития». В фокусе наших исследований это история советского научно-технического комплекса. И, повторю, проводим серии, секции, выступления. Мы несколько мероприятий ключевых провели. Вот сейчас мы планируем большую школу для молодых ученых по организации, по управлению советской наукой. Я надеюсь, что это все воплотится. Сил на это мы отдаем очень много. Но и поручения у нас иногда бывают очень ответственные. В частности, иногда бывает, оказываешься и в самых таких, наверное, любопытных и ярких, выразительных проектах. Каким проектом стал, например, 8 февраля этого года замечательный диктант «Наука ради победы». Я думаю, что, может быть, вы слышали о нем, где была поставлена задача отойти, показать, что победа ковалась не только на поле боя, и работал и не только трудовой тыл и промышленный тыл работал, но победа достигалась и усилиями ученых через разработки, изобретения, атомные проекты и прочие замечательные, интересные сюжеты периода 1940-х годов. И мой центр готовил этот диктант, мы писали вопросы к нему. Мы, разумеется, ничего бы не инициировали сами, без Офиса десятилетия науки и технологий, без министерства, но, тем не менее, содержательная часть была на нас. Мы надеялись, что диктант получился, он получил широкий резонанс, было около 350 тысяч включений, по медийному охвату получилось около 40 миллионов, то есть со всей страны было. Однако это не наша заслуга, это заслуга скорее вот таких медийных людей. Однако вопросы к диктанту, наверное, можно посмотреть. И сейчас он доступен, можно его пройти и оценить корректность либо некорректность нашу. Это такая наша общественная, наверное, ипостась. Это я про то, что центр не только про науку. Чего нам сейчас не хватает? Нам не хватает, и за это я бьюсь в университете, нам не хватает образовательной программы, нам не хватает студентов. Я думаю, что вы, как академические сотрудники и представители Академии наук, а именно ученого учреждения страны, вы прекрасно понимаете, что это большая проблема отсутствия вот этого притока молодежи. Пока без образовательной программы у нас есть только индивидуальный интерес, у нас есть только некая увлеченность, у нас есть вот эта тонкая струйка в аспирантуру, которая приходит персонально к кому-то из нас, но у нас нет кадров. Ну, мы сейчас решаем вопрос, тот, во всяком случае, курс нам уже пообещали дать с ректором, у нас полное понимание на этот счет. Однако, как всегда, понимание – это одно, а практика бюрократическая и встраивание в учебные часы – это другое. Ну, если позволите, вот на этом я какие-то будни наши, пересказ нашей будни остановлю. И если у вас есть вопросы, я с удовольствием постараюсь на них ответить, на том материале, который у меня есть. А так я очень благодарна и признательна за знакомство. Для меня оно стало сюрпризом, потому что я не ожидала оказаться в столь высоком собрании, но тем не менее это большая честь для меня. Спасибо.
Спасибо, Евгения Андреевна. Ну, перейдем к вопросам, наверное, да? Вот у меня 3 вопроса есть. Значит, все ли архивы рассекречены по 20-30 году, по истории науки? Это вызывало ли это трудность определенную в исследованиях? Значит, второй вопрос. Можно ли уже оценивать 90-е годы как-то, да? Это отложен ли исторический материал весь? То есть вот помощь Сороса, все вот эти гранты, как-то вот такая приблизительную оценку можно уже сделать этого периода. И третий вопрос. Сотрудничество с академиями СНГ. Единственный был это, ну, единый организм, конечно, когда был Советский Союз, а сейчас вот есть ли интеграция какая-то вообще прослеживается, и что можно сделать вот в этом направлении? Если я тогда по порядку, я начну по порядку. Проблема с рассекречиванием документа. Вы знаете, ну, вот как ни странно, она почти не вставала перед нами. Я не могу это объяснить. То есть мы ни разу, практически ни разу, мы не сталкивались с тем, что что-то нам не выдавалось. Возможно, мы не ходили в специальные архивы, то есть архив президента, архив ФСБ. Мы работали на публичных, общедоступных архивах, в которых, да, стоит это штамп засекреченный, но все равно дело выдают, потому что процедура была определенная пройдена, и да и сканировать нам все давали. Вот на прошлой неделе я сканировала 5-летний план МНТК «Научные приборы». Ну, вполне все. Стоят все грифы, но никаких ограничений в использовании нет. Это и к вопросу о том, что заниматься темой можно, нужно. И, наверное, на каком-то этапе нас остановят, но пока этого не произошло. С сохранностью были проблемы. Вот это, да, действительно было. Второй вопрос, 90-е годы. Вот это вы мне прям вот в рану тоже мне вонзили, потому что с 90-ми годами большая проблема. И проблема разнородная. Во-первых, проблема в том, что мы столкнулись в науке большой страны, что в 90-е годы пишут свидетели. Свидетель всегда пристрастен. Свидетель всегда пишет о том, что он помнит и как он это воспринимал. Свидетель помнит, что в 90-е годы он был юн, прекрасен и впервые поехал за границу. И, разумеется, это дает свою оценку. Еще и более того, мы столкнулись не только на этапе авторов с этим. Авторы наши выдающиеся профессионалы, которые умеют отделять свидетельство от документа. Мы столкнулись с этим на дискуссии, которая была организована в рамках обсуждения книги «Наука большой страны», когда мы спокойно, вежливо обсуждали сектора, академический, отраслевой, заводской, у нас все так аккуратненько шло, а потом мы дошли до 90-х годов, и в зале просто начался мятеж, потому что мы сказали, что мы, ну, Сорос. А Сорос — это фамилия, которая вызывает сейчас острые реакции у всех. Причем у нас стал известный академик, не буду его называть, его фамилия, директор института, и сказал: Сорос мне дал грант. Это как сейчас помню. Сорос, не надо ругать Сороса. Ну, то есть, понимаете, оценки в научном сообществе еще не устоялись. Все вызывает либо полное приятие, либо полное отрицание. И с этим довольно сложно работать. Мы нашли выход из этого. Поскольку сейчас мы в центре реализуем большой проект, и, может быть, здесь я даже попрошу вашей помощи. Дело в том, что наш проект называется «Наука в переходный период. Выбор пути». Это как раз мы создаем научный архив интервью руководителей структур управления наукой, причем разного уровня, федерального, регионального, те, кто в 90-е годы принимали решения и отвечали за те или иные изменения в науке. И несколько специалистов нам уже дали свое интервью. Мы разговаривали, в частности, с директором Российского гуманитарного РГНФ, Российского гуманитарного научного фонда. Я думаю, что вы его все знаете. Евгений Васильевич Семенов, который задумал фонд, довел его до конца и видел его включение сначала в РФФИ, а потом в РНФ. Мы говорили с Иваном Михайловичем Бортником. Это знаменитый фонд Бортника, фонд содействия инновациям, который сейчас короткое название.
и так далее. Мы говорили с председателем Союза наукоградов России, который вот буквально во вторник у нас с ним было интервью. Мы говорили с директором акустического института. И разные оценки. Вот на простой вопрос, нравилось ли вам работать в 90-е годы, которым мы закрываем интервью, он такой легкий и не требует какой-то глубокой аналитики, дают совершенно разные ответы. Кто-то говорит: нет, не нравилось, не хочу. Попробуйте сами в это время пожить. Кто-то говорит: да, прекрасно, возможности, пути, развитие, энергии. Не устоялось еще время, еще рано судить и давать вот эти твердые взвешенные оценки. Мы стараемся, но как раз 90-е годы в плане документов сейчас не так открыты. Особенно, кстати, например, в Российском государственном архиве, в ГАРФе, сейчас Совет Федерации, еще какой-то фонд, его в принципе перевозят в Обнинск, он будет еще менее доступен для исследователей. То есть проблемы с обобщением информации и оценкой. Вот 90-е годы еще такая вот кровавая рана, которую не готовы принять и не готовы... Каждый помнит о них что-то свое. Кто-то негатив и говорит о том, что все, что хорошее, все было разрушено, и мы голодали. Кто-то помнит, что наконец-то этот проклятый совок закончился, и мы увидели, как надо жить. Вот я просто пересказываю какие-то отдельные реплики даже наших респондентов. И третий вопрос про Академию наук. Мы очень большое внимание уделяли выписыванию академического сектора, и в том числе, особенно я в «Синей книге» в «Науке большой страны» сосредотачивалась на республиканском ракурсе. После 90-х годов вот актуальные сюжеты, я думаю, что с этим можно обратиться к Елене Федоровне Синельниковой. Она работает с МАН. Вот, и с МАН она как раз вполне себе, сейчас у них какой-то там, наоборот, полная реанимация, по-моему, произошла, и они активизировались сейчас несколько лет назад. Но в современности мы практически не работали, и, конечно, каких-то экспертных предложений мы им не делаем. То есть мы историки, мы свою черную работу делаем. Евгения Андреевна, у меня два вопроса. Во-первых, вот цель вашего визита, да, в рамках забыла про это сказать. Да. Нам просто интересно, вот, да, спасибо. По какой тематике вы выступаете с молодежью. А вот второй, вот так как вы специалист 20-30-х годов, как вот вы, есть ли у вас такие связи с русским серебряным веком, вообще с культурной ситуацией, которая в России тогда сложилась, и вот там же появилась плеяда очень крупных инженеров, да? Да, ученых. Инженерная школа. Да. Вот у Сапрыкина вот здесь написано. Вот, сейчас. Спасибо. Тогда, отвечая на первый вопрос, я хотела бы сказать, конечно, слова благодарности коллегам фестиваля, молодежного ассоциации молодых педагогов Республики Саха-Якутия, которые пригласили меня. И я читаю сегодня лекцию для слушателей, которая называется «Наука большой страны. 7 поводов для гордости и ответственности». Она скорее просветительского характера. То есть я не буду давать глубокой аналитики, я скорее ее предлагаю здесь. Это некая обзорная лекция. И завтра я в рамках исторического факультета еще мы проводим по междисциплинарной триангуляции с советском научном сообществе. Я буду рассказывать о наших базах данных, которые Центр сделал, и о наших цифровых ресурсах. Но это скорее такая вот информатизация, наверное, учебного процесса. Вот, поэтому, наоборот, здесь я очень признательна за такое глубокое профессиональное общение в этой аудитории. Второй вопрос. Говоря о серебряном веке, я не умею с ним работать. Вот у меня большая беда с этим, потому что я сформировалась изначально как советский историк. Мне тяжело читать документы, я не понимаю обороты, я не понимаю структуру документа. И специалисты Дмитрий Леонидович Сапрыкин, он как раз горит инженерными школами, и он видит, находит, и я с ним согласна, традиции советской науки
именно в традициях дореволюционных инженерных школ и научных школ. Он очень на этом настаивал. И я сказала, да, что мы ни в коем случае не ставим 1917 год как отправную точку. Нет, это не так. То есть здесь мы должны говорить о сети промышленных лабораторий конца XIX века и о том, как старые специалисты, по сути, привносили в раннее советское научное сообщество эту инженерную культуру. Он абсолютно прав здесь. Я, в свою очередь, свою диссертацию первую, кандидатскую, писала по ученому старой школы Николаю Ивановичу Корееву, но я писала применительно уже к периоду после 1914 года. С теми документами мне комфортно, приятно работать. Я люблю аббревиатуры, люблю сжатый телеграфский стиль. Когда я ухожу в предреволюционный период, меня тяготит имперскость. Мне тяжело продраться сквозь производственные формулы документов. Но это тот источник, который вы, на мой взгляд, совершенно корректно обозначили, и мы оговариваемся, что да, мы должны его учитывать. Спасибо. Спасибо вам. Можно еще вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, вот ваше впечатление, абстрагируясь от патриотических, там, прочих, всех этих вот наносных вещей, когда был период действительно расцвета науки, первое, и второе, и связано ли с периодизацией вот ваших этих систем управления, каким образом она влияла ли и влияет ли, судя по тому, что сейчас происходит, вот эта свистопляска, в течение 30 лет мы уже превратили в непонятную совершенно, так сказать, отсутствие, точнее, системы коррекции на управление в науке. Вот ваше впечатление личное, можно, если можно, конечно? Пытаюсь думать, сложный вопрос. Правда сложно. Ну, когда было хорошо? В Кому? науке. Кому? Ну, в управлении, а в С точки науке? зрения зарплат в 50-е годы. Нет. С точки зрения содержательности исследованности, наверное, 30-е, 40-е. Когда еще была вот эта старая школа, при этом были колоссальные вливания в науку с точки зрения финансовой, когда строились вот эти большие проекты. Это если мы рассматриваем с точки зрения государства. Да? Вот есть государственный приоритет, вот большой проект. С точки зрения инженерной фантазии, это период 60-х годов, СКБ, конструкторские бюро, вот все вот эти маленькие лаборатории, да, которым дали жить и сказали, вы нужны, развивайтесь. И с точки зрения вот Стругацких 60-е, 70-е годы, конечно. Сейчас у меня статья выйдет, извините, что я просто к слову пришлась, я пишу про МНТК научные приборы, конца 80-х пытаюсь найти, был ли он эффективен, этот МНТК, сама форма МНТК была эффективна или не была эффективна. Вы правы в том, что науку делают люди, а не управление. Но управление дает рычаг и дает финансирование. Большую науку без финансирования делать нельзя. А могут ли управлять наукой люди, которые вообще никогда этим не занимаются? Это примерно как Нет. в музыке. Так Нельзя, сказать. не могут. И либо будут управлять неэффективно. Даже если принимающие решения не с точки зрения... Понимаете, вот поэтому это как раз вопрос про Хрущева. Я, опять же, не даем оценки в книге, но я работала с документами, Хрущев ни разу не в науке. Но у него был пул советников, которые принимали интересные решения. Да, которые принимали интересные решения на своих вот этих уровнях. То есть, нет, безусловно, здесь же, смотрите, здесь очень интересный заход на 20-е годы. Просто управленца, красного профессора, красного директора пытались воспитать в 20-е годы. Он будет натаскан на управленческие навыки, он будет идеологически правильный, подкованный, и мы его сделаем быстренько за 4 года. Вот красный профессор, красный директор. Именно в 30-е годы вышли на отказ от этого в сторону профессионализма. И, в принципе, уже возникает идея, что хороший управленец должен пройти все ступени. Вот от мастера до директора. Вот тогда это хороший управленец. А как его подготовить? В 70-е, 80-е годы, в период экономизации науки, появились так называемые, я их называю, менеджериальские курсы, которые пришли, кстати, из-за рубежа. Когда курс управления наукой стал читаться в вузы, еще что-то там, управление наукой в производственном объединении, но это все, на самом деле, мы-то попытались перетащить. Их уже тогда, боже, как он тогда назывался, в общем, это сейчас РАНХИКС, актуальное название, но он тогда назывался Институт общественного, что-то такое. Они готовили
да, но они тоже пачками готовили. То есть для науки может быть даже все-таки анархия, мать порядка, это хороший вариант, да? Смотря каких результатов мы от нее ждем. Если мы говорим о достижимости многого количества малых результатов, как если мы говорим гранта, да, вот мелкотемье такое, СКБ, вот когда у нас много всего интересного появляется, много ярких прорывных поисковых тематик, как я это называю, вот рискованных решений. Выстрелит, не выстрелит. Много выстрелит, а что-то нет. Тогда да. А если мы говорим о том, что нужно сосредоточить ресурсы в чем-то одном, тогда поисковая тематика не Ну ведь сработает. вот самое кардинальное решение же, кристаллические мониторы, вот эта информатизация, все, это же не было руководящим Было. так сказать, голосом Почему? озвучено, это просто родилось. Не. Ну, подождите, стоп. Вот это как раз вычислительная техника, ЭВМ насаживались с конца 50-х годов по всем партийным решениям. Прям насаживались. В директивах партии ЭВМ увеличить, Ну, увеличить. технические решения не мы сделали, а там... С ЭВМ мы пошли не тем путем. С ЭВМ мы отказались от разработки своей операционной системы и стали копировать ну, то, что мы вот взяли за основу. Потому что мы взяли... Тут есть интересный путь. Это к вопросу о копировании разработок, либо заимствовании разработок, да, либо разработки собственных разработок. Если мы заимствуем, мы идем очень быстро, потому что у нас есть образец, и мы просто быстро догоняем. Ну, да. То есть с ЭВМ произошло то же самое, когда мы взяли за основу вот эту американскую IBM, и мы стали просто заимствовать. В то время как у нас до заимствования американской у нас была серьезная своя разработочная база. Лебедев и так далее, но я плохо эту тему знаю. Но смысл в том, что как раз они быстро не шли, но они разрабатывали свое. И да. И еще один, вы мне не ответили на вопрос, Может быть. насколько коррелируется с влиянием системы управления. Вот на сегодня ноты и прочие вещи. Это в прошлом было или это все-таки родилось сейчас? То есть есть какие-то аналоги? И насколько вот существует корреляция между качеством науки и качеством управления? Два вопроса вижу. Первый вопрос. Существовали ли какие-то явления и процессы сегодняшнего дня в прошлом? Прям аналоги вижу. Абсолютно. Есть новое. Например, категории научных институтов. Вот первая, вторая, третья категория, да, это для Академии наук, по-моему, какая-то была, институты категория. Вот в советское время с 1957 года точно так же делили на категории. Было, да, три категории были, но по заработной плате делили и по результативности. Потом студенческие конструкторские бюро, ну, естественно, были, разумеется, наши дорогие. Вот. Периодически все тоже всплывает вот эта проблема тогда их стыками называли, сейчас их колодцами называют. Межведомственные колодцы, межведомственные стыки. Да, все пытаются строить эти хрустальные мосты между ними, то есть как обойти. А вот, например, идея исследовательского университета, которая пришла в 90-е годы, это идея перенесенная. Это как раз искусственная идея. Искусственная для советского ландшафта идея, поскольку она была перенесена из-за рубежа, преимущественно из США, где наука делалась в университетах. И, кстати, сейчас, да, там еще другие аналоги будут. Поиск внедрения – это все такая из подлогики. А у нас исследовательский университет – это, мы в советский период можем мало исследовательских университетов назвать. Система физтеха, да, например, знаменитая. Лаврентьев с его Новосибирским университетом и поясом внедрения вокруг. Но в целом это странно, когда все университеты пытаемся сделать исследовательскими, да, так не бывает, их не так много. Там у них-то система фондирования совершенно иная, да, на порядке выше, да, так сказать. да. А у нас она, извините, как государственное регулирование было, так сказать, пускало тематику, там, и денег будет много.
Ну, не совсем так, но у нас был вот период же этих грантов, и сейчас эти гранты существуют. Так, что еще, кстати, было? Очень интересно, как с выделенными территориями работали всегда. То есть понятно, что в советский период города науки, академические городки, они долго не могли договориться, как их называть, академгородки. Вот потом наукограды в 90-е годы, и пошли вот эти выделенные экономические зоны, технопарки тоже. Технопарк, кстати, перенесенное тоже понятие. То есть мне кажется, что сейчас мы видим некое наслоение перенесенных, и вот продолжая ваш вопрос, работала как раз с отчет по НИР по МНТК «Научные приборы» за 1986 год. Ну, многие же, наверное, из нас заполняли формы на государственные задания, на отчеты, да, наверное, отчеты все писали. Я так, или отчет по НИР, я открываю отчет 1986 года, ну, так все как привычно, так все похоже. Форма-то одна та же осталась, похожая форма. Вот. Эта форма была разработана в советский период, и вот с точки зрения вот государственных ассигнований она-то, по сути, продолжила. Все, я замолкаю. Нет, почему? Очень интересно. Так, пожалуйста, еще историки. Вот. А соотнести эффективность управления с успехами, понимаете, с моей точки зрения, с моей стороны, это такой, ну, риторический был бы вывод, потому что это надо прям думать. Успехи для чего? Опять же, для поисковых тематик это одни успехи, для прорывов другие. Не знаю, сложный вопрос. Так, еще вопросы? Евгения Андреевна, а вот все-таки в чем заключались плюсы сталинской научной политики в 20-30-х годах? Ну, вы отметили, да. что в 30-е годы там А я же про науку был говорила, я не про управление говорила. Я говорила о науке, я говорила об открытиях, да, я говорила о разработках, о том же атомном проекте. Сталина не хочу хвалить, сразу говорю. Вот говорим то, что, опять же, по разным аспектам. Атомный проект, идеально выстроенная вертикаль. Идеально выстроенная вертикаль, сосредоточение ресурсов, колоссальный комплекс, объединяющий фундаментальные, прикладные неокры. Все в одном. И еще и предприятие при нем. Ну, сложно отрицать, что атомный проект состоялся. Дальше, если мы говорим с точки зрения социальной политики, есть такая статья спорная исследовательница Наталья Львовна Пушкарева, но тем не менее хорошая статья. Статья называется «Когда зарплаты были большие». Вторая половина 40-х, 50-х годов. Расцвет вложений в науку, причем капиталовложений в науку, финансовых вложений, зарплатных вложений в науку, когда появляются все эти академические дачи, социальное обеспечение, ателье при Академии наук. Ну, золотой век, по сути, социально-бытового развития ученых. Хорошо это или плохо, ну, не знаю. Наука, она, наверное, не благодаря социально-бытовым вещам происходит. То есть какие-то мы не можем, и мне очень хотелось уйти от того, чтобы мы строили исследования по персоналиям, что вот Сталин был хороший, да, а Брежнев плохой, или наоборот, скорее наоборот. Но просто так получилось. Вот. Мне кажется, даже я бы не персонализировала здесь этапы. Просто в 30-е и 50-е годы сложилась отраслевая модель управления под наркоматами, министерствами. Каждый наркомат развивал свою научно-производственную базу. Госзаказ. Да, очень жесткий госзаказ. И да. милитаризация тоже. Да, да. А милитаризация, она же весь советский период была. Это оборонно-промышленный комплекс. Кстати, да, вот важный момент в книге, когда мы писали о гражданской науке. Мы ОПК практически не трогаем. Вот, то есть, потому что его очень сложно выписать. Вот как раз ОПК закрытый практически весь. То есть там ни девятку не выписать, ничего. То есть все знают про эти двойные линии, что для патронов, да, и для конфет. Но выписать это практически невозможно. И, честно говоря, я не хочу туда идти, потому что там потом оттуда не выйдешь. Но научная вольница тогда существовала, да? Когда? Научная вольница. При Сталине? Например, такое у Гранина было. При Сталине нет. Гранина. Вот сегодня вспоминали как раз, был такой рассказ у Гранина, вернее, приведена такая история. Пришел Берия, пытался получать атомщиков, а ему сказали, говорит, мы работу с вами друг друга не читали, только по разным причинам. Ну, человека быстро выслали, конечно, чтобы он не это самое. Но, то есть, позволяли себе, скажем так, не выполнять там.
Ну, статус ученого был высокий, степень автономии была высокая, но автономия была выше, естественно, в технических и естественных науках, то те, у кого были компетенции, в гуманитарных нет. Гуманитарные были... А в экономике? В экономике, с экономикой это интересно. Что с экономикой? Экономика у нас вся марксистская, там не было почти вот этих поисков. То есть у нас экономика в 30-е... В 20-е годы были поиски в экономике, в 30-е, 40-е, 50-е экономика практически вся была в рамках марксистско-ленинской системы. И есть еще очень интересный момент, что экономисты – это третье сообщество по численности. Ну, в 90-е годы она просто дуба дала, так сказать, экономике. Ну да, да. Не могу сказать, что при Сталине была вольница, даже себе не буду такого позволять. Вряд ли. Модель шараши тоже. Но при этом И шарашками мне не везде. слушали, да, ученых? Да. Потому что я просто вспоминаю, вот мы только постоянно вспоминаем времена обкомовские, еще там 80-х годов, да? Ну, мы не вылазили из отдела промышленности тогда. А сейчас вообще никого не спрашивают. Я думаю, что все зависело от статуса. Разумеется, у Курчатова были возможности доносить свое мнение. Но, с другой стороны, мы помним, что Курчатов умер в 54 года от инфаркта, да, на лавочке возле собственного дома. И мы еще, я, например, видела отчеты по атомному проекту, которые были написаны рукой Курчатова. Просто потому, что они были написаны в единственном экземпляре. И он не мог это никому поручить. Я думаю, что, ну, наверное, он что-то мог сказать, но и страх был, разумеется, колоссальный, я думаю. Наверное. Хотя не знаю. Я не могу здесь судить. Ну, то есть тот период, который вы изучали, это, собственно, период, такой золотой век был, да, если сравнивать с последующими периодами. Это был период, когда матрица сложилась. И... Имеется в виду не по результатам даже, а по тому, по отношению, по тому, как слушали, как развивались, соответственно. В этот период, 30-е, 50-е годы, сложилась матрица советского управления. Шли поиски, шли выяснения различных моделей. Уже в 80-е годы в какие-то моменты уже буксовали, они уже не работали. Кстати, очень любопытно, вот с точки зрения, например, материально-экономической базы, колоссальные были вложения в 80-е годы. Вот у нас все респонденты про это говорят, что в какой-то момент оснастили научные институты, оснастили. И в 90-е годы все продержались на вот этой базе материально-технической 80-х годов. Почему? Потому что она не требовала обновления. Ну, а потом уже другие были. Просто многоракурсная очень. Просто вот как публицист не могу говорить, чтобы сказать, вот когда было. А сейчас вы просто знаете, сейчас тенденция, скажем, изменения управления наукой, она что-то сейчас вот есть содержательное какая-то? Тренд какой-то есть? Тренд сейчас у нас оборонная, как вы понимаете. Нет, имеется в виду с точки зрения организации. Организация. Ну, знаем, да, какие-то вещи к нам обращаются с запросами на какие-то, что, ну, я знаю, как автор аналитических записок, да, то есть вот ко мне, как к нам, как экспертам обращается, мы пишем некий аналитический запрос, ответ. Почему мы пишем аналитические записки? Писали много аналитических записок о критериях эффективности организации. Вот это вызывает большой интерес, то есть это сейчас смотрят. Писали аналитические записки по научно-технической экспертизе, это тоже было. Писали аналитические записки, пару лет назад мы писали очень развернутую записку о том, был ли эффективен ГКНТ или нет. Это вот, да. То есть вот такие вещи. Потом была история про какие-то материалы находили про генеральных конструкторов. А ваше мнение по ГКНТ? Был эффективен или нет? Он был нужен. Потому что он был нужен, поскольку он позволял соединять воли министерств. То есть это все равно, да, это был хрустальный мост, да, он был неэффективен, у него не было реальных рычагов управления ГКНТ, но как хрустальный мост он работал. То есть он не позволял развалиться. Мост. Было, да? Нет, хрустальный мост. Хрустальный мост – это другое понятие. Это понятие некого соединяющего различные карликовые хозяйства.
У нас же проблема была в чем основная отраслевой науки в СССР? Что отраслевая наука, она часто подменялась понятием ведомственной науки. Что значит ведомство? Ведомство – это министерство, наркомат, ведомство в привычном смысле, у которого есть свои институты. Ведомство заказывает им какую-то тематику для того, чтобы закрыть свой план, обеспечивает их, и, по сути, все научные институты ведомственные работают на тематику ведомства. Они работают не на ПЛАП, НТП, да, не на научно-технической. Вот, кстати, еще что сейчас. Сейчас очень смотрят много по научно-техническому прогнозированию. По комплексной программе НТП. Вот это прям сейчас очень много вопросов поднимается. По критериям были публикации. Теперь как-то от этого отходят. То есть уже поняли, что от публикационной активности, так сказать... А публикации всегда были. Все равно нужны... Нет, ну они есть, но уже раньше это просто, знаете, вот верхушка была, это вот вершина твоей деятельности. Да, потому что мы входили, была поставлена задача вхождения в мировые рынки знаний, научные знания. То есть, когда мы в рейтинге входить нужно было. Видимость. 22 год все остановило в какой-то степени. Нас же выкинули из всех рейтингов-то. Нет, вопрос даже не в этом. Вопрос эффективности. Получилось. Вы знаете, вот сразу хочу сказать, опять же, говорить за всю науку я не могу, но я знаю, что вот как была вот эта сильная техническая линия, так она и присутствует. И, видимо, она в мировой науке очень хорошо. Естественная линия как была, так она и присутствует. Соцгум наш как иногда провисал, так он бывает и провисает. Разные вот абсолютные вещи. Технари, они, как в советское время, были молодцы. Так, в 90-е годы их за рубеж перетаскивали и сражались за них. Так, и когда была поставлена задача вхождения в эти рейтинги, технари вошли легко. Это уже к вопросу о таких корнях, да, об особенностях советской науки. С другой стороны, у нас успех есть, он Гуреев все-таки выскочил. Гуреев, говорю, все-таки выскочил, это единственный, по-моему, да? Да, я не спорю, да, успехи-то, выпадающие переменные всегда есть. Тут тренд страшный. Такой вопрос. Отчеты кто больше пишет? Это российские ученые или западные? Российские. Всегда. И советские ученые любят писать отчеты. Значит, Нет, это все. Это неизбывно. Американские ученые меньше пишут. Меньше пишет. Больше Я не сравнивала, я не работала в американской науке, я не знаю. Я знаю, что, насколько я знаю, вот я на слух просто то, что я читала по какой-то литературе, у них же разные системы, и фондовые, и так далее, и так далее. У них тоже много бюрократии, насколько я знаю. Но советский ученый в бюрократии сидел плотно. Да. Да. А вот это вот китайский? Не знаю. Киношное представление вот о науке, там, фильмы 30-х годов, «Весна», там... «Весна» вообще была экспортным фильмом. «Весну» сняли экспортным фильмом. «Весну» Александров снял, чтобы в Голливуд вывести. «Весна»-то снята очень любопытно. «Весна» снята после постановления Сталина 1946 года о повышении окладов научным работникам. И «Весна» же показана как преуспевающая женщина, директор Института Солнца в мехах, в бриллиантах, да, идет куда-то там, отдыхает. Но это бывает, это нужно было... Это история про экспортное кино. «Весна» экспортное. А вот «9 дней одного года»? Хороший фильм. Это не экспортное? Нет. Я не знаю, он экспортный или не экспортный, но насколько он отражает реальность, а вы считаете, что там социально-бытовое что-то показано? Мне кажется, там больше ценностное, смысл показано. Понимаете, представление о науке, так сказать, физики, лирики там схвачены хорошо, но в 9 дней одного года он же силен тем, что там нет конкретики. Это какое-то закрытое какое-то закрытое... Мы же даже не знаем, где находится главный герой. Там не называется место, где он работает. Да. Так, я вынужден прервать, потому что мы должны соблюдать регламент, да? Я могу много говорить. Все, мы не можем все обсудить, тема очень интересная, да? Спасибо. Спасибо, Евгения Андреевна, за интересную встречу, ответы, и мы вам ответно хотели вручить, тоже наш об Академии наук. Благодарю.
Здесь все. У нас, кстати говоря, как раз 90-е годы, мы с 93-го года существуем. У нас был тоже рассвет определенный, да? Спасибо вам Тяжелый. большое. И вот у нас есть энциклопедия Якутии, вот сноска на нее. Можете О, туда спасибо. прямо, так сказать, зайти. Сейчас, Вот, это да, мне нужно. Первый том вышел уже. Можно- мы будем можно продолжать. показать? Да. Спасибо. Это мы вам Всё. даем. И вот, значит, легкое все. Ну, спасибо. Да. Спасибо Это большое. вы нам оставляете. Да, конечно. Всё, Спасибо. большое спасибо. Мне визитку Так, да, я оставила. сейчас- Коллегам тоже я какие-то не так много, но если кому-то заинтересует, то вот мои визитные карточки. Так, давайте я здесь запишу телефон. Да, спасибо. Мало ли что. А вот диктант мы хороший сделали.